В период с октября 2020 года по январь 2021 год была проведена оценка состояния пенитенциарного здравоохранения Институтом омбудсмена, Общественным фондом «Юристы за права человека» при содействии руководства ГСИН при Министерстве юстиции, МВД и Минздрава. Целью обследования является проведение анализа пенитенциарного здравоохранения для дальнейшего развития, а также оптимизация деятельности в соответствии с нормативными документами и рекомендациями в области укрепления систем здравоохранения, улучшение охраны здоровья тюремного населения в период пандемии COVID-19. Она направлена прежде всего на обсуждение тех результатов мониторинга, которые были проведены в службе ГСИН по доступу находящихся, отбывающих людей, там доступ к медицинским услугам в контексте профилактики коронавирусной инфекции и вообще в контексте их права к услугам здравоохранения. К участию в работе круглого стола приглашены депутаты Джугурку-Кенеша, представители Министерства юстиции, ГСИН, Министерства здравоохранения и общественных организаций. Основными задачами обследования стали сбор данных и оценка системы инфекционного контроля и качества оказания медицинской помощи. Конечно, выявлены моменты, где требуется улучшение, это и условия медико-санитарных частей, медицинских пунктов, дефицит медицинских кадров. Как вы видели из презентации, в некоторых местах до 50% не хватает врачей и вообще медицинского персонала. Да? Это, конечно, отражается и на качестве оказываемой медицинской помощи. Всемирная организация здравоохранения указывает на то, что места лишения свободы – это важная среда для принятия мер по снижению неравенства в отношении здоровья населения, не получающего необходимых услуг здравоохранения. Находящиеся в местах лишения свободы люди попадают туда из общества и возвращаются оттуда в общество. Поэтому решение проблем пенитенциарного здравоохранения оказывает влияние на итоговые показатели здоровья общества в целом, например, на профилактику и контроль инфекционных болезней. Качественная медицинская помощь заключенным является не только важным признаком соблюдения прав человека в тюрьмах, но и способом поддержания здоровья всего населения. ВОЗ и Управление ООН по наркотикам и преступности отмечают, что необходимо пристальное внимание к здоровью заключенных. Это связано с более высоким риском получить социально опасные заболевания, такие как туберкулез и ВИЧ в условиях перенаселения пенитенциарных учреждений и высокой концентрации людей, находящихся в группе риска по данным заболеваниям. Согласно данным, представленным в отчете, мониторинг соблюдения права на охрану здоровья тюремного населения в Кыргызстане в условиях COVID-19 в 2020 году в учреждениях ГСИН содержалось 8724 заключенных. Количество лиц, находящихся в местах лишения свободы в 2020 году на 9,6% меньше, чем в 2019 году, и на 22,2% меньше, чем в 2018 году. Из 8724 заключенных 324 составляли женщины, 11 человек несовершеннолетние, пенсионеры старше 60 лет 139. Из 8724 заключенных 58 человек являются лицами с инвалидностью 1, 2, 3 групп. Из них 26 человек являются инвалидами 1 и 2 группы, а 32 человека с инвалидностью 3 группы. В структуре заболеваний среди заключенных 183 человека с ВИЧ-инфекцией, 83 лица с наркотической зависимостью, 22 лица с алкогольной зависимостью, а 59 лиц с туберкулезом. За 2020 год, по данным отчета, всего пролечено 962 пациента. Из них 51 получили стационарное лечение в учреждениях здравоохранения гражданского сектора. Айджан Аманова, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.